Всем Вижу, привет. что тебе Привет, тяжело, Игорь, как ты? поскольку начались застолья, судя по всему. Да, сейчас чуть нормально так. Да, все отлично, все отлично. Меня видно, да? Хорошо Да, слышно? да. Смотри, у меня Хорошо, есть несколько вопросов, хорошо которые слышно, да? задают и фанаты. Значит, самый первый. Тебе дают не самых Да. опасных бойцов. Да. Вот, например, по Не самых? последнему бою. То, что говорят и в комментариях пишут. Что об этом думаешь? Ну, Игорь, я вот так понимаю, да, вот. Люди, всегда такие люди есть, и такие люди останутся. Я не знаю, каких соперников они должны мне дать. Мне без разницы, я с любым был готов. Мне этого дали, я принял бой. Без Ты директ проблем. читаешь? Ну, тебе вот такое часто пишут? М, Нет, я мне никто понял. такого Ну, у не тебя в пишет. директе в основном поддержка. Да, у меня все, я думаю, все мои болельщики Мгм. таких. У меня мало. Ну, мне все в основном пожелают удачи, Мгм. там, поздравили, все Ну, такое. отлично. Все Начали вы хорошее пока переговоры по что. бою со Шлеменко? Нет, пока что переговоров не было. Пока Мгм. тишина. Я думаю, после Нового Технически, года. когда ты мог бы с ним подраться? Ну, до Рамадана, я так понимаю. Да, конечно, до Рамадана надо хороший сбор пройти, Мгм. То есть, условно, где-то хорошо март, готовиться. например, да? Вот где-то вот в этих. Да, хорошо будет, как раз 8-недельные, 2 месяца хорошей Мгм. подготовки. Я Многие думаю, говорят, хорошо что будет. ты, как это называется, андердог в бою со Шлеменко, ну, не фаворит. Тебе так комфортней? Мне без разницы, я же говорю. Это, вот, это букмекерское, все вот это мнение людей, оно всегда меняется. Оно всегда меняется. Если ты выиграл, уже там говорят, что он был слабый, там, что-то. Если ты проиграл, ну, было явно вот так. Это самый Поэтому большой бой? это спорт. Да. К Это, таким вещам я так это самый нормально большой бой в отношусь. твоей жизни был? Я не обращаю на слова, ну, не знаю, я думаю, у меня, как бы говорится, хороших соперников, хороших бойцов очень много были. У меня вот первый, когда у меня третий бой был, Да. я тогда с Алтынбеком Мамашевым дрался, у него 9-0 был. За пояс я дрался тогда. Ну, там меня чуть засудили. Ну, в итоге ничью дали нам. Я с Шавкатом дрался. У меня большие бои были. Мгм. В основном титульные бои. Я уже Бои четвертый, Шлеменко пятый ты раз держу смотрел за уже пояс. какие-то? И как тебе он в этих Да, последних своих смотрел. боях? Хорош. Ну, во всем хорош. В стойке в Мгм. основном. Бой покажет. Я вот смотрю, все как бы недооценивают меня, да? Посмотрим. Но я заряжен. Ну, такие люди меня Мгм. заряжают, Ты, как кстати, ты, говорится. кстати, не похож на сильно эмоционального Иншаллах. человека, но после боев ты периодически залетаешь на клетку и все остальное. Как это происходит? Ну, я не всегда был таким. Просто в этот раз мне очень тяжело было. Я за 10 дней бронхитом заболел. У меня температура была. За неделю даже у меня вот братишка доктор мучится. Он пришел, я сам даже не знал. У меня 38 с чем-то градусов температура была. Мы хотели сняться с боя, там родители, все вот эти близкие уговаривали, чтобы я это сдался, перенес турнир там. Уже у меня почти 10 месяцев простоя было. Но я рисковал, поэтому чуть эмоции были. А так, я в основном стараюсь Мгм. быть спокойным, Ты понимаешь, что эмоциональным. этот бой стратегически приведет победителя в UFC?
Это тот путь, Да, который ты хотел, понимаю. который бы ты хотел? Ну да, конечно, я думаю, все спортсмены хотят там, это вершина спорта, в основном это за границей Америки. Конечно, у нас тоже такая мечта попасть в UFC. Если вот пока что Да, с хотя многие Таджикистана пытались никого последние нету. пару лет. Да, последние пару лет. Ну вот, надеялись, что вот Лоих выиграет и в UFC попадет. И Муин думали, что попадет в UFC. Ну, по воле Наимов Всевышнего, еще, кстати, это дрался, да, все, с это Абдомарем. спорт. Да, но пока что Угу. не Но ты в получилось ни голове у держишь, кого. да, что... Меня Не, у видно, меня да? все Что-то тебя нормально. там не видно, поэтому. Не, все в порядке. Но ты в голове Как все держишь, да, нормально что так. UFC уже рядом у тебя. Нет, я никогда назад соперника там не смотрю, Угу. потому что надо сначала пройти Шлеменко. Пока Слушай, а что гонорар твой настраиваемся сильно только на возрастет него. с таким боем? У тебя, ну, я Пока к не чему знаю. спрашиваю? Ну, допустим, у тебя контракт Посмотрим. действующий, да, либо кончился, и ты подписываешь там новый какой-то договор, поскольку такой большой бой. Ну, пока про это мне ничего не известно. Угу. Пока контракт нам не Угу. предложили. Посмотрим. Потом видно будет. Я думаю, такой большой бой должно подняться у меня гонорар Слушай, хотя бы. какие твои преимущества перед Шлеменко? То есть ты его бои смотрел, какие ты видишь у себя плюсы? Я его боюсь смотрел, да. Он в стойке бьющий и как бы душит. И, ну, так борется тоже нормально, в основном у сетки. Ну, я думаю, каждое свое будет навязывать. Мы тоже постараемся Принимается. Принимается. Слушай, по приезду домой свое чемпионом навязывать. многим в Таджикистане что-то дарят. Тебе уже что-то подарили? Нет, Так нет, что пока те, кто что нас ничего не смотрит и дарили. еще собирается увидеть Что надо. Фаридуна, имейте в виду. Наматывайте. Что? А ты, кстати, надолго домой приехал? Да. Ну, я думаю, Мгм. 2-3 недели А точно потом здесь обратно пока в что тренировки. останемся. Да, уже тренировки. Ну, пока что мы, Мгм. альхамдулillah, никакого травмы, там ничего нету. Потихоньку там Ты в бегаем, Москве скучаешь по чуть-чуть свое семье? делаем, В Москве скучаешь по чтобы не семье? потерять форму. М? Ну, конечно, скучаем по семье. Ну, в основном телефоны есть, там, на Мгм. связи мы. Слушай, а вот у тебя в Хорошо. семье понимают, что ты рядом с UFC? Понимают они уровень, которого ты добился сейчас? Э, Ну, в основном, да, отец понимает. В основном сейчас отец настраивается на Шлеменко. Он знает, что Шлеменко это очень титулованный боец. Один из лучших. Пока что только Слушай, а есть мы такое, что на отец него звонит после боев и настраиваемся. говорит, ну вот здесь неправильно ты, значит, тут ошибки, здесь то, все, пятое, десятое. У меня, у меня не есть такое, оно всегда такое. У меня же отец сам тренер. Я у отца тренировался раньше. Ну, пока после, ну, когда мы маленькие были, потом он уже оставил тренировки. По делам пошел, потом мы уже на тренировку сами ходили. А так он всегда все время мне советы дает, что надо делать, что где. Я думаю, мой отец А больше вы меня там бывает, что вы изучает бои моих соперников. пересматриваете и анализируете, там, что не так, там, ошибки? М. Ну, я редко смотрю бои. Я в основном, может быть, вот такие хайтланды я смотрю, а так я редко бои смотрю. В основном за меня мои старшие братья, там, отец, тренера, они смотрят в основном, какие у него сильные стороны. Там.
над чем надо работать, в основном вот эти они мне А ты, кстати, не показывают. думал, чтобы Я отца над как-нибудь этим в угол работаю. взять угловым? Нет, я думаю, отец сильно будет переживать, поэтому Угу. Слушай, а мама вот смотрит об бои? этом так не думали. Нервы? Нет, мама не смотрит. Она всегда два. Она не может смотреть. Ну, после боя она потом может смотреть, после результатов, а так. Угу. Во время боя она Слушай, я никогда не не знаю, смотрит. да, извини, Всегда пожалуйста, там я перебил тебя. Не говорил знаю, сколько у тебя в детей, другой но комнате. думаешь ли ты, что кто-то из них там может бойцом стать в будущем? Хотел бы ты им такой судьбы? Ну, не знаю. Я думаю, если они захотят, то почему бы и нет. Сделаем все возможное, чтобы это Тем более все дорога, реализовать к которой для ты идешь, уже детей. понятная. Слушай, а было когда-то в твоей Да. карьере в ММА момент, когда ты думал, что, блин, как тяжело, надо, наверное, что-то либо заканчивать, либо что-то делать и там, и все такое. Ну, я думаю, во время весогонки всегда такие мысли бывают. А в другие, ну, когда там гонорары небольшие, например, платили, Во время весогонки. или жил как-то тяжеловато. Ну, такое наверняка было в какой-то момент. Ну, я всегда говорил, альхамдулилля, за все, потому что я первый бой, мой бой, это было за $50. Я за $50 тогда 15 минут дрался. Ну, потом 200, там вот так пошло. Я всегда говорю, что альхамдулилля, я гонорары так не переживаю в основном Мгм. Слушай, а работать у нас приходилось чисто тебе бои. параллельно с боями? Конечно, я после, когда там закончил учебу, я в Москве в мойке работал раньше и параллельно тренировался в ЦСКА по вольной борьбе. Не Я очень высыпался, много например, работал да? Мне кажется, сначала. там вообще со сном проблемы совсем остальным. Ну, конечно, ну, когда, ну, у меня там старшие братья, они там администратором работали. э, Я там работал после тренировки до 2 до 3 часов я работал, потом спал еще утром на тренировку. 2 тренировки делал, в 7 пришел, до 3 часов работал, там заработал чуть и пошел еще домой. Ну, вот всегда вот такой режим был у меня. Если не ошибаюсь, Офигеть. почти 1,5 года А я жил в как? таком Ну, режиме тренировался. Субботу, воскресенье, субботу, воскресенье весь день работал. А так с понедельника до субботы я ночью работал. а жил как? 5-6 Ну, в часов. смысле, где, с кем? Ну да, вот с братьями жил. Вот, и они помогли, мой брат там иногда помогал, он всегда мне помогал насчет квартиры снимать, там я ничего не денег, ничего не давал, он говорил, что я там залпал, все оплачу. Ну, сам для себя там заработай, для кушать, чуть, ну, что, одеваться там. Я всегда Мгм. хотел, Слушай, а ты чтобы когда все на сам мойке работал, сделать. думал о том, ну, мечтал, может быть, что будешь там, не то что в UFC, но вот будешь бои выигрывать там и все такое? Не, нет, я тогда чисто по вольной борьбе. Мгм. Как бы я и с Денисом Саргушем тогда тренировался, с Хетик Цаболовым, они все в ЦСКА были. С Асланом Романов, олимпийским чемпионом, они всегда там в ЦСКА тогда тренировались. Я тоже с ними был. Я все время, я, честно говоря, очень люблю вольную борьбу. Я всегда там с ними тренировался, всегда равнялся, ну, чтобы Мгм. хотел вот попасть в Олимпиаду. Но А сейчас общаетесь с ними? так не Общаешься с кем-то из получилось них? пока что. Нет, я не общаюсь. Я думаю, они сейчас меня и не знают. Вот сколько прошло? Почти уже 7-8 лет. Ничего, ничего, ты медийно 7 лет, ну, растешь. 6 лет, Придет, да. придет время. И они тебя вспомнят, я думаю, где-то увидят. Да, Слушай, а когда можно. ты видишь, выходишь на арену, и где есть болельщики, и, ну, обычно таджиков очень много в зале. Ты что ощущаешь? Нервы или наоборот ты ощущаешь Да. поддержку?
Нет, наоборот. Конечно, как нервы тогда счет. Наоборот, поддержку. Ну, я думаю, такая поддержка всем мотивацию будет давать. А Всем спасибо моим болельщикам. Они, на я улице думаю, часто самые узнают в лучшие. Москве? Да, сейчас уже часто узнают. Везде там, в кафе заходишь, куда заходишь. Все Это узнают. приятно для тебя или скорее напрягает? Нет, ну, я нормально отношусь. В основном приятно, конечно, когда тебя узнают, поздороваются, поздравляют. Мгм. Всегда Давай приятно. зафиксируемся. Какие цели ты для себя поставил на следующий год? На следующий год пока что только Шлеменко. И про фальшивых гангстеров тоже я не забываю, о них тоже думаю. Так, фальшивые Посмотрим, гангстеры после поподробнее. Шлеменко потом поговорим. Кто там? Да, нет, ничего. Ну, ты кого-то конкретного имеешь в виду, да? Я просто, может, не в теме. Ну да, конечно, ну вот, видишь, в моем бою, там в карде, в турнире, вот, про Хирамагомедова я говорю же. Они там у нас в зале иногда по пятницам на спарринг приходили. Вот не понимаю, да, таких фальшивых, каменных гангстеров, понимаешь? А чуть можешь объяснить, почему ты думаешь, что он фальшивый? Которые при виде меня, С чем связано? ну, которые при виде меня там желают удачи, жмут руки мне, а на камеру из себя строят там жесткого, я не понимаю, почему они там меня Ну, может, везли. ничего личного. Бизнес. Ну, конечно. То есть, в У принципе, нас тоже ты такое с будет. Хирамагомедовым можешь подраться, если там со Шлеменко. Ты говоришь. Если ничего. Я не знаю, какой будет исход боя будет со Шлеменко, но я с Хирамагомедовым бесплатно готов. Интересно, неплохо. И что бы ты сказал Александру Шлеменко, если бы он посмотрел наш с тобой эфир? Ничего я не хочу сказать ему. Чисто на уважение. Будем биться, иншаллах. Отлично. Спасибо тебе большое. Я тебе желаю хорошего вечера. Береги себя. Все, друзья, всем счастливо. Вам тоже.